Этому неутомимому и энергичному мужчине 85 лет. Михаил Пурювкин посвятил всю свою жизнь крымско-татарским народным танцам. Путь к ним начался со знакомства с легендарным артистом Акимом Джемилевым. Приезжает он из отпуска и ко мне на репетицию. Пришел на репетицию, ансамбль песни и танца. Шудлик был. Я там как раз и солист был, и репетитор. Даю танцорам, говорю, 10 минут перерыв. Аким ага, вы что, старик, я к тебе. Я говорю, 10 минут хватит, вполне. Я пришел, чтобы ты перешел к нам. Я говорю, как? Я с ними, и потом в Хайтарму. Я говорю, Аким ага, да вы что? В 1968 году созданный Акимом Джемилевым ансамбль назывался «Татарский эстрадный ансамбль». Спустя 2 года ему дали название «Хайтарма». Тогда Пурювкин и предположить не мог, что этот самодеятельный коллектив соберет артистов первой величины. Михаилу Пурювкину довелось работать и дружить с легендарными крымско-татарскими артистами. Единственный коллектив в Узбекистане, я имею в виду, узбекские коллективы, не набирали битком этот зал. На 1200 он, с галеркой. Когда Хайтарма, давали в неделю 2 концерта. Хайтарма выступала, и сидели на ступеньках. Да. Место 1:45 мы давали 2,5 часа. С Эльмиром Челебеевым мы быстро, как говорится, нашли контакт. Реджепова меня Мушель звала. Люманова, она меня, как говорится, Михаил звала. Ну а Акимага, он меня старик звал. Линяр, она да, объявляла. Солист Мустафа Пурювкин или Мимет Пурювкин. А зрители, когда узнали, что я русский, да, пришлось врать, говорить, что я детдомовский, да, и среди русских, поэтому я по-татарски очень плохо. Но они все равно, со мной по-татарски, по-русски. Михаил Пурювкин был любимцем публики. Благодаря Акиму Джемилеву он был влюблен в крымско-татарские танцы, которые стали частью его жизни. Именно Аким Джемилев научил его азам народного танца. Он научил меня. Я последние с него сливки собрал татарской хореографии. Аким ага, во-первых, темпераментный, несмотря на возраст. Махмуд Джураев – это вообще огонь. Потом я, когда вместе уже стали с ним работать, я смотрел его этот темперамент к себе, а его технику, трюки я показывал. Сегодня Михаил Пурювкин, несмотря на свой возраст, бодр, подтянут и в прекрасной форме. Он наблюдает за молодыми артистами, за работой ансамблей и, конечно, за любимой Хайтармой. И многое его огорчает. Много критикуют сейчас молодежь. Говорят, что они много чего изменили в танцах. Покажите, как правильно нужно танцевать. Руки. То есть выше нельзя? Выше нет. Угу. Феска. До фески. Угу. А сейчас они живут так. И это есть, да. Орла показать. Орел. Идет, он, да. Все приседания, да, обязательно через кулачки. У девчонок руки. Сейчас они, и все. Но это восточная кисть, потому что узбеки, таджики так танцуют. Салима Челебеева танцевала, Михаил Пурювкин посвятил ансамблю «Хайтарма» полвека. Он работал здесь с 1968 по 2018 годы. До 80 лет он ставил здесь танцы. Это альбом с моими фотографиями. Его подарила на мой юбилейный концерт в 1988 году Ремзе Бакал.
Мгм. Вот. Тогда художественный руководитель у нас был Делавер Бекиров. Давайте полистаем альбом. Михаил Константинович, вы больше полувека танцевали крымско-татарские танцы. Можно сказать, вы свою жизнь посвятили танцам. Больше жизни, да, половину жизни я посвятил танцу. Вы не жалеете? Нет, все время благодарю Царство Небесное Акиму Джемилеву, да, что он научил меня действительно танцевать. Вот. И, как говорят зрители, вот, что я танцую как татарин. Свою любовь к крымско-татарским танцам Михаил Пуревкин передал десяткам учеников. И сегодня его дело продолжают талантливые танцоры, успешно перенявшие эстафету.